Вот депутат Мурыгин позирует, как сажает свежие деревья. А вот он же уничтожает вековые ели за монументом матери. Как такое возможно? Всем привет, это Семен Кочкин. Помните, как о нашем городе говорили еще пару лет назад? Город Чебоксары – один из самых зеленых городов России. Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений – более 23 тысяч гектаров. Но так было раньше. Ситуация меняется и совсем не в пользу чебоксарцев. Вместо того, чтобы превращать леса и парки в центр отдыха чебоксарцев, депутаты-единороссы вовсю строят на их месте жилые комплексы. И делают это, конечно, с молчаливого разрешения сити-менеджера Алексея Ладыкова. Так произошло с лесом в северо-западном районе. Журналисты выяснили, что земля, на которой раньше был лес, еще 7 лет назад была передана из лесного хозяйства России в ЗАО ТУЗ, который владеет олигарх, депутат Госсовета и представитель Чувашского национального конгресса единорос Николай Угаслов. Теперь вместо леса здесь огромный микрорайон университет, и он все еще продолжает строиться. Только посмотрите, как Угаслов планомерно уничтожал деревья. Вот что сам Николай Федорович сказал нам по этому поводу. Вы говорите, что экология важна, а «Правда» ФФО опубликовала информацию, что вы вырубили лес. Это, университет. Знаете, что публикует «Правда» ФФО? Все публикации — это сплошная ложь. Ну реально же там был какой-то... Я с Google посмотрел специально, с Google карт космические снимки. Вот там вот, где вот позиции подальше, да, вот... А там, значит, лесу, смотрите, нет, а там, значит, что? Эти все когда-то были поля. Вот эти земли были сначала, они Чебоксарского района, потом городу перевели, все, вот территорию города перевели, федеральный фонд. Эти земли забрал себе. Потом, значит, разыграли аукцион, и на аукционе мы это взяли. Вот. То есть все законно оформлено. Разве я могу незаконно делать? Меня бы давно здесь не было, если я что-то незаконно делал. Здесь, в юго-западном районе, совсем недавно был лес. Но вместо того, чтобы разбить здесь парк, как и было обещано чебоксарцам, наш заботливый сити-менеджер разрешил фирме «Отдел Финстрой», который владеет единорос, депутат Госсовета Алексей Мурыгин, срубить здесь лес и на месте деревьев построить очередной муравейник. Мы уже снимали ролик об этой возмутительной ситуации, но полюбуйтесь еще раз на то, как народный избранник Мурыгин просто взял и уничтожил единственный в целом районе лес. Алексей Мурыгин, конечно, удивительный лицемер. Вот еще вчера он мило фотографируется, как сажает деревья, а уже сегодня наш депутат вырубает исторические ели в самом центре Чебоксар за монументом матери. Краеведы говорят, что эти столетние ели посадил купец Дряблов еще в 1883 году, а в 2019 году его уничтожил Алексей Мурыгин. Николай Угаслов не простой единорос, а единорос продвинутый. Он председатель Чувашского национального конгресса. Это такая организация, которая должна сохранять чувашскую национальную культуру. Но культура нашей республики – это не только акатуй и пляски перед Михаилом Игнатьевым. Это еще и природа наших краев. Чувашский национальный конгресс просто обязан защищать экологию нашей республики, а его глава уничтожает деревья в столице. Алексей Мурыгин тоже не ограничивается своим депутатством, он возглавляет Совет отцов. Но какой совет отцам нашей республики может дать этот человек? 10 способов вырубить лес и на его месте построить новый микрорайон? Какие выводы можно сделать? А очень простые. Единой России плевать на все. На нас, на экологию, на историю. Они готовы отдать своим депутатам-кивальщикам подряды, вырубать леса. Мы для них ресурс, который они превращают в собственное обогащение. Мы написали жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием проверить действия депутата Мурыгина и депутата Угаслова на предмет соответствия их действий законодательству. Что можете сделать лично вы? Стать сторонником по ссылке в описании. Так вы будете первыми узнавать о новостях нашей команды и будете знать, когда нам нужна ваша помощь. Те деревья, которые были уничтожены, уже не спасти. Но мы можем сделать так, чтобы таких событий больше не происходило. Ну и подписывайтесь на наш канал. Вместе мы добьемся справедливости.